Таджикистан. Поправки в УПК. Куляб. Милиционерам снова все сойдет с рук. Узбекистан. Без света и газа. В Таджикистане вступили в силу поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, одобренные депутатами Нижней палаты парламента Таджикистана 16 декабря 2022 года. Согласно новым поправкам, отныне основанием для возбуждения уголовного дела может служить не только публикация в газете или журнале, информация с радио или ТВ, но и любая публикация в интернете. В статье 144 Уголовно-процессуального кодекса, в которой ранее было указано, что основанием для возбуждения уголовного дела может служить сообщение в случае, если оно реально обосновано и опубликовано в газете или журнале, либо распространено через радио или телевидение, добавить слово «интернет», говорится в тексте законопроекта. Следует отметить, что таким образом режим Рахмона лишь легализирует уже имеющуюся практику. В Таджикистане уже давно фиксируются случаи возбуждения уголовных дел в отношении лиц, сделавших публикации в социальных сетях. Это всего лишь корректировка одной из статей УПК. В Таджикистане никого не интересует, на каком основании возбуждено уголовное дело. Достаточно постановления о возбуждении дела, считает таджикский адвокат Джамшед Йоров. По его мнению, поправка в УПК ничего не изменит, поскольку власти Таджикистана уже и так давно отправляют в тюрьму неугодных им граждан по факту публикации в соцсетях. Двое из 3 сотрудников милиции, задержанных по подозрению в причастности к гибели жителя Куляба, Абдукахора Разикова, освобождены под подписку о невыезде. В отношении 3-го возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Кулябская зональная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудника ОМВД города Куляб Шамшода Шарифова по части 3 статьи 316 УК Республики Таджикистана «Превышение должностных полномочий». Ему грозит штраф в размере до 100 тысяч самани или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Об этом сообщила радио Азади со ссылкой на свои источники в прокуратуре. Напомним, 2 января 37-летний житель Куляба Абдукахор Разиков был задержан сотрудниками милиции и скончался при невыясненных обстоятельствах в здании отдела милиции. Родные Разикова заявили, что Абдукахор скончался в результате применения к нему со стороны сотрудников милиции жестоких пыток. 3 января родственники и близкие собрались у здания местного морга. Они отказались забрать тело и требовали найти и наказать виновных в смерти. Тело Абдукахора Разикова родственники забрали из морга и похоронили после того, как комиссия в присутствии мэра Куляба сообщила о задержании и допросе 3 сотрудников милиции. Практика жестокого обращения в отношении задержанных и подозреваемых со стороны правоохранителей носит системный характер. Для выбивания признательных показаний таджикские силовики применяют всевозможные средства, что в некоторых случаях приводит к летальному исходу. Так, например, в марте 2018 года задержанный житель города Куляб Абдурасул Назаров по официальной информации скончался от сердечного приступа в ОМВД Сино-2, но родственники заявили, что забрали его тело из травматологического отделения больницы Караболо со следами побоев и пыток. В сентябре 2015 года Умар Бабаджонов был жестоко избит милиционерами за то, что носит бороду. Через сутки его с тяжелыми телесными повреждениями привезли из милиции в реанимацию местной больницы, где Умар впал в кому и скончался через неделю. В ноябре 2013 года 34-летний житель Джамата Чоркух из Фаринского района, член правления ячейки партии Исламского возрождения в Исфаре Умиджон Тоджиев, выбросился из окна 3-го этажа местного ОМВД и скончался в тюремной больнице. 33-летнего Михраджидина Гадозода 10 апреля 2021 года вызвали на допрос, и вечером того же дня его мертвое тело передали родственникам. Хаким Ташкента Джахонгир Артик-Ходжаев отправлен в отставку. Кроме того, с занимаемых должностей сняты замминистра энергетики Ширзот Ходжаев и глава тепловых электростанций Фархот Абдурахманов.
Утром 16 января президент Узбекистана Шавкат Мирзияев провел совещание по вопросам бесперебойного обеспечения населения энергоресурсами. Сообщается, что решение об отставке чиновников принято в связи с серьезными недоработками, допущенными в ходе подготовки к зимнему сезону. Исполняющий обязанности хакима Ташкента будет первый заместитель Бахтиер Рахмонов. Заместитель генпрокурора Эркин Юлдашев назначен прокурором столицы. Напомним, что с наступлением морозов в начале января жители Узбекистана начали изъявлять свое недовольство постоянным отключением газа и электроэнергии. Отключения коснулись и столицы страны. Наблюдатели отмечают, что популистское решение отправить в отставку Артик Хаджаева принято для снятия накала обстановки и успокоения жителей столицы. Однако жители Узбекистана отреагировали на такое решение не с большим энтузиазмом. Комментарии в соцсетях говорят о том, что с увольнением чиновников ничего не изменилось. Газа и света в их домах до сих пор нет.